Кыргызстан готовится зарезервировать за собой покупку растительного масла и пшеницы за рубежом, сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтагазиев. Многие страны закрывают границы из-за мутации коронавируса. Будет ли полностью обеспечена продовольственная безопасность государства, если вдруг ведут жесткий локдаун? Это наиболее часто задаваемый вопрос. Сейчас по линии МИД ведутся переговоры с другими государствами. Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. По линии МИД ведутся переговоры с другими государствами, чтобы обезопаситься, заключить контракты, подписать межправительственные меморандумы, чтобы зарезервировать необходимые объемы для Кыргызстана. Особенно это касается пшеницы и растительного масла, того, чего у нас нет в больших объемах. Страна импортирует до 90% растительного масла и добавил, что цены на продовольствие растут во всем мире, так как все страны делают запасы. Для обеспечения продовольственной безопасности республики и недопущения критического недостатка в товарах первой необходимости, Минсельхозом инициирован временный запрет на вывоз некоторых видов продовольствия. Благодаря введенному постановлению 19 ноября 2020 года нам удалось узнать значимую информацию и снизить стоимость товаров первой необходимости, в которые входят мясо, масло, яйца. К примеру, из данного списка мы исключили кукурузу, так как выяснилось, что количество кукурузы в 100 раз больше официальных данных. И это нам сообщили участники ассоциации только после запрета. Теперь они понимают, что данные надо не скрывать, а открыто показывать. Касательно запрета мы провели множество встреч. Еще раз тщательно проанализировали данные и пошли навстречу многим. Также в новом постановлении продлены срок и запрет на вывоз, который вступил в свою силу с 8 января. В Кыргызстане достаточно продуктов питания. К примеру, в прошлом году, по данным Минсельхоза, вырастили свыше 1 миллиона тонн картофеля, произвели 400 тысяч тонн мяса, 38 тысяч тонн – это импорт. С молоком, как сказал министр, проблем нет. Это касается и производства яиц. Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо импортировать дешевый, крупный и мелкий рогатый скот из России, Монголии, Казахстана, Беларуси, Украины и Польши. Но при этом планируется продавать наше отечественное мясо в Китай и арабские страны. Сейчас работает большая команда. Достигнута предварительная договоренность с арабскими странами об экспорте 40 тонн мяса в неделю. Если мы подпишем межправительственное соглашение с Китаем, объем экспорта достигнет 60 тонн в день. Мы должны это сделать. Одна из главных задач, заявил министр, улучшить работу перерабатывающих предприятий в стране. Кыргызстан не должен стать страной по экспорту сырья. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.